Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» установит статую бывшего защитника и капитана команды Винсана Компани. Рядом с домашним стадионом Винсан покинул «Манчестер Сити» летом этого года после 11 лет, проведенных в клубе. Также его именем будет названа улица, соединяющую базу основной команды и академию клуба. В составе «Манчестер Сити» Компани провел 360 матчей, забив 20 голов и сделав 11 результативных передач. Бельгиец стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии, четырехкратным обладателем Кубка Английской лиги. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл все национальные турниры. Сейчас 33-летний защитник выступает за Андерлехт. Волейболисты сборной России начинают борьбу за медали чемпионата Европы. Первенство пройдет в 4 странах – Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении. В августе российская команда прошла олимпийскую квалификацию. Команда отправляется на турнир в ранге одного из фаворитов. Изначально чемпионат Европы был в плане как основное мероприятие сезона наряду с отбором на Олимпийские игры. Соперниками сборной России на предварительном этапе станут команды Турции, Словении, Финляндии, Северной Македонии и Белоруссии. В стартовом матче наша сборная встретится с турецкими волейболистами. В турнире принимают участие 24 коллектива, которые разделены на 4 группы. В плей-офф выйдут по 4 сборные из каждой группы. Финальный матч состоится 29 сентября в Париже. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации весовой категории до 90 килограмм россиянин Денис Лебедев желает возобновить карьеру. Чтобы остановить победную серию конголезца Илунги Макабу, спортсмен объявил о завершении карьеры в июле. Он посмотрел последние 2 боя Макабу, и у него появились мысли о том, чтобы выйти на бой с ним и остановить его победную серию над боксерами из России. Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы, из них 23 нокаутом и 2 поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, выиграв у американца Майка Уилсона решением судей. Макабу в 2 последних поединках победил россиян Дмитрия Кудряшова и Алексея Панина. В настоящий момент 31-летний боксер из Конго владеет серебряным титулом Всемирного боксерского совета. В его активе 26 побед, из них 24 нокаутом и 2 поражения. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко в ноябре начнет подготовку к поединку в Японии. Федор планирует начать подготовку в ноябре. Ranее стало известно о том, что Емельяненко проведет поединок в конце декабря в Японии. Его соперником может стать американец Кертис Джексон. Всего в активе 42-летнего Емельяненко 38 побед и 6 поражений. 9 команд разыграют звание чемпиона Якутии по большому футболу. В Якутске стартовал чемпионат республики по футболу среди любительских команд. На турнире принимают участие 3 сильнейших коллектива из Якутска, а также команды Мегино-Кангаласского, Вилюйского, Чурапчинского, Усть-Алданского и Хангаласского улусов. Вчера, в первый день чемпионата, на стадионе Туймада прошли 3 матча. Футболисты Манчары из Мегино-Кангаласского улуса в стартовой игре добились волевой победы над воспитанниками Республиканской специализированной спортивной школы по футболу. Во второй игре один из главных претендентов на победу в чемпионате, команда «Ирбис-99», разгромил сборную Чурапчинского улуса. Столичные футболисты отправили в ворота соперника 6 безответных мячей. И, наконец, команда Хангаласского и Вилюйского улусов не выявила победителя. В последнем матче была зафиксирована нулевая ничья. О спортивных событиях в стране и в мире нам рассказал Андрей Мухоплев.